В читальном зале библиотеки Гаспринского почтили память выдающегося представителя нашего народа, архитектора Садыка Нагаева. 13 мая исполнилось 115 лет со дня его рождения. Он появился на свет в 1909 году в живописном селе Кучукузень. Главным этапом на пути к профессии стало окончание Московского архитектурно-строительного института. В 1936 году Нагаев вернулся в Крым. Здесь он участвовал в разработке проекта по реконструкции южного берега Крыма. Спроектировал здание средней школы в Аутке и водолечебницы в Семиизе. Это очень яркая личность в нашей культуре и является достойным представителем в целом нашей, в целом традиционной культуры, так как до войны и в течение многих десятилетий, столетий были в Крыму куруджулар. Это объединение, в котором находились именно строители, мастера, каменщики, строители домов и малой архитектуры, как сейчас это называется, и даже садово-паркового искусства. И он в себе воплотил все то, что характерно было для Крыма. Он был очень работоспособный и в своей области, и очень многогранный. Он разбирался в народной музыке, любил театр, любил жизнь, сам был очень красивый, интересный, яркий, энергичный человек. В 1938 году Нагаева направили на работу в Узбекистан. Он стал одним из основателей Республиканского института «Узгоспроект» архитектурного факультета Ташкентского политехнического института. После войны Нагаев стал главным архитектором Ташкентской области, затем города Янгиюля. Немало жилых домов в Ташкенте построены по проектам Садыка Нагаева. Генеральный план города Алмалыка, сооружение Ташкентского водохранилища и многие другие объекты – результат работы известного архитектора. Он автор строительства Большого Ферганского канала в Узбекистане. Он работал во Владивостоке в период военной промышленности, когда на проектах военно-оборонной промышленности. Он принимал участие в 1936 годы в первой выставке, которая была организована по строительству Крымско-татарского музыкально-драматического театра в Крыму. И этот проект занял первое место, но события политические в стране не позволили реализоваться этому плану. Но его дети, Зарема и Ибраим, разработали проект интерьера фасадов Крымско-татарского театра драматического, который сейчас, мы ходим, посещаем театр, то есть это проект интерьера и фасады Крымско-татарского музыкально-драматического театра, это авторские работы Заремы и Ибраима Нагаевых. Также он автор въездных ворот в Кабул, он автор павильона ВДНХ в Москве в конец 30-х годов. Уникальная личность, еще она знаменательна тем, что это глава первой среди наших крымских татар династии архитекторов. Самый главный проект Садыка Нагаева – его дети, которым он передал любовь к архитектуре и свое ремесло. С особой теплотой и любовью Зарема Нагаева хранит эскизы, фотографии и документы отца, вспоминая его человеколюбие и жизнерадостность. Очень доброжелательный, очень музыкальный. Играл без нот на музыкальных инструментах, пел хорошо. Он нам внушил любовь к профессии. Это главное, наверное, потому что у него были очень серьезные учителя в свое время в Московском архитектурном институте. И поэтому мы все трое, все его дети, стали архитекторами. Старший Эдигер, потом я, потом Ибраим. И мы не меняли свою профессию никогда. Не изменяй своей профессии. Первый совет. И помните, были хрущевские, вы не помните, это были хрущевские времена, когда строились очень такие, простые здания совершенно, с маленькой высотой, с плохой планировкой. Он мне тогда говорил, это не архитектура, и это пройдет.
То есть архитектура высокого значения, вот его советы. Если ты что-то делаешь, делай качественно, делай интересно, делай красиво, но не изменяй своей профессии. Многие творческие планы Садыка Нагаева, одного из первых архитекторов среди крымских татар, остались неосуществленными. Глава династии архитекторов Садык Нагаев прожил всего 62 года. Его не стало 14 сентября 1971 года.